Это настоящий дом, в котором царит семейная атмосфера. Так отзывается о Тентюковском доме-интернате его директор. Учреждение для престарелых и инвалидов функционирует уже 3 десятка лет. Столько же занимает лидирующие позиции и является примером для других. Сегодня здесь проживают около 300 пенсионеров и инвалидов. Многие нуждаются в специализированной помощи, постоянной. Здесь электрофорез, кварц, здесь амплипульс у нас. Кухня, как в фешенебельном ресторане, техника новейшая, медицинский блок all-inclusive, от кабинета физиопроцедур до собственной стоматологии. Актовый зал, читальня, спортзал, компьютерный класс и мастерские. Для комфортной жизни тем, кому за, созданы все условия. А к концу 2022 года интернат станет еще лучше, благодаря приросту новым трехэтажным корпусом. Это действительно радость, потому что на сегодняшний день условия относительно неплохие, но, конечно, хотелось бы, чтобы наши клиенты жили еще в лучших, более лучших условиях. Поэтому, когда мы узнали о строительстве, о выделении средств на строительство корпуса на 90 коек, конечно, безусловно, это радость не только коллектива, но и жильцов нашего замечательного дома. И вроде бы очереди на получение мест в интернате отсутствуют, так стоило ли привлекать деньги на корпуса, в которых нет нужды? По словам директора Тентюковского дома-интерната, потребность в жилых местах может возникнуть в любой момент, потому что население республики, увы, стареет. Сегодня нужно не только такие большие интернаты строить. Объездив республику, встречаясь с людьми старшего поколения, все убедительно просят руководство республики и главу республики Сергея Анатольевича, чтобы строить маленькие интернаты или интернаты малой вместимости. Особенно это касается сельских районов – Ижемский, Усыльмский, Кайгородский, где люди не хотят разрывать свою прошедшую жизнь в этом населенном пункте, потому что они, переезжая в город, быстро умирают. Поэтому убедительная просьба перед руководством республики при составлении сейчас программы «Старшее поколение» включить обязательно и строительство интернатов малой вместимости. Еще около 10 лет назад в районах существовали дома ветеранов, но после пожара в Подъельске, который унес 24 жизни, такие дома упразднили. Тогда они также пользовались спросом, где-то жили 7 человек, а где-то и 30. Они были полезны, потому что пенсионерам не надо было проходить стадию адаптации на новом месте. Но если сейчас открывать интернаты малой вместимости, то только новые, с современной системой безопасности, говорят специалисты. Дарья Вологжанина, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар.